вечер. Время новостей на АТР. 31 января, 1069 день аннексии Крыма. Сегодня в эфире. Режим тишины так и не наступил. Из обесточенной Авдеевки эвакуируют население. В убийстве мусульман в Квебеке обвиняется ультраправый националист. Мы скорбим вместе с вами и будем оберегать вас. Аксенов свидетельствовал в суде против Чайгоза. Ничего конкретного Аксенов пояснить не смог. 1500 снарядов атаковали военных в Авдеевке. В городе объявлено чрезвычайное положение. Продолжается эвакуация населения. Вследствие обстрелов с установки «Град» появились жертвы не только из числа военных, есть мирные жители. Подробнее об этом далее в эфире. На въезде и выезде из Авдеевки скопление автомобилей. Люди покидают город, который уже вторые сутки атакуют боевики. Донецкая милиция сообщает, ДНРовцы не прекращают стрелять по Авдеевке. Это сейчас у нас. 29-го, где-то в 4:30 утра начали обстреливать промзону. Откуда летело, не знаю, там Донецк, Макеевка, не знаю. Город проснулся от того, что взрывы. Вот. Но потом уже через время пошли ответные стрельба. Я так понял, уже начало. ВСУ подтянулись отвечать. Власти Донецкой области объявили чрезвычайное положение. Создали штаб, в который вошли руководители местной власти, силовых структур, Нацгвардии и волонтеры. Сьогодні всі служби працюють на місці, розгорнутий відповідний штаб, підготовлені всі сценарії розвитку подій. Зрозуміло, що це є величезний виклик для нас, але ми все зробимо для того, щоб максимально впоратися з тією ситуацією, яка склалась. Хоча розуміємо, що безпосередньо на обстріл ми впливу не маємо, і треба, щоб режим тиші був забезпечений, і тоді ми зможемо відновити все енергопостачання, теплопостачання и водопостачание на территории места Авдеевка. Сейчас Авдеевка полностью обесточена, в городе нет воды, отопления, интернета, плохо работает мобильная связь. Эвакуация населения продолжается. Привлечены 80 автобусов и 2 пригородных электропоезда. Гражданские вынуждены бросать дома на произвол судьбы. Некоторые пытаются защитить квартиры деревянными щитами. Крім того, що немає води, світла і газу, немає зв'язку, немає інтернету, то ще маємо таке задоволення. Люди мають, що над ними ще й гради літають. Власти планируют эвакуировать 12 тысяч горожан в ближайшие 10 населенных пунктов. В городе работают 11 пунктов обогрева. Волонтеры привезли хлеб, раздают газеты. МЧС организовала горячий чай и кашу. Все хорошо. Давайте ничего. Черный, да? Булочки берите. То есть вот они сейчас проходят, спрашивают медикаменты, люди спрашивают здесь поесть, люди спрашивают попить чай горячий. То есть для людей важно то, что им можно сейчас первоочередно, это согреться и получить какую-то минимальную хотя бы помощь. Ну мы вот пришли заряжать телефоны, света-то нету, пришли заряжать телефоны. Отопление еле-еле, слабенько, еле-еле. Слабенько. А света нет? Вот Света нет уже сколько дней? Уже дня 3, наверное, света нет. Воду отключили утром. Нету воды. По данным штаба АТО, с 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно штурмовали украинские позиции, в результате чего были убиты 4 военнослужащих. За минувшие сутки в зоне боевых действий погибли 3 военных, 24 ранены. Есть жертвы среди гражданских. Пострадавших везут в областной госпиталь. Женщина, пенсионерка, у нее перелом бедра. Мужчины в состоянии гораздо тяжелее. Осколочное ранение головы, груди, конечностей. Он на аппарате искусственной вентиляции легких. В настоящее время мы боремся за его жизнь. Я начала кричать, солдаты
сразу не выходили, потому что еще несколько слабых уже было. А потом они вышли, и вот это мне на одеяло к себе затащили, вызвали скорую свою. Прилетіло в окоп і ранило 3 чоловік. Ногу, в бок, плече. Я не знаю, як там сьогодні, але вчора хорошо стояло. По данным Генштаба, в течение дня тишина сохранялась на Ясиноватовском направлении, но в районе промзоны режим тишины так и не наступил. Беларусь готова обеспечить встречу трехсторонней группы из-за атак на Авдеевку. В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что готовятся к заседанию 1 февраля. Накануне боевики повредили последнюю линию электропередач, в результате чего город остался без воды, электричества и теплоснабжения. Из-за событий в городе президент Украины Петро Порошенко прервал свой визит в Германию. В Киеве он созвал военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны. Из-за гуманитарной катастрофы в Авдеевке в Вене собрался постоянный совет ОБСЄ. На сьогоднішній день потрібні об'єднані і рішучі дії. Рішучі дії для того, щоб замотивувати російську сторону бути за столом переговорів, замотивувати, імплементувати в повному обсязі Мінські домовленості, в першу чергу їх безпековий компонент, припинити вбивство, в тому числі і цивільного населення на Донбасі. Це є абсолютно неприйнятно, і наша координація тому сьогодні має надзвичайно високу важливість. Що сьогодні на вимогу делегації України о 4 годині за місцевим часом, тобто я так розумію, що це за 5 по Києву, відбудеться спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ у Відні серед 5-7 країн-учасниць цієї організації щодо загострення ситуації на Донбасі. Як ОБСЄ може вплинути, як може вплинути СММ, спеціальна моніторна місія, тому що, безперечно, спеціальна моніторна місія має мандат працювати на всій території України, і ми будемо робити все, щоб посилені групи спеціальної моніторної місії мали доступ до Авдіївки. Шестерых мусульман в Квебеке убил ультраправый националист. Сейчас официальное обвинение выдвинули одному подозреваемому. Это 27-летний канадец, студент Александр Биссонет, который открыто высказывался в сети националистические идеи. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал защитить канадцев, которые исповедуют ислам, потому что жертвы теракта были убиты только из-за своей религии. Вы бесконечно обогащаете жизнь нашей страны. Это ваш дом. Ужасное преступление, совершенное против мусульманской общины, было совершено против всей Канады и против всех канадцев. Мы скорбим вместе с вами и будем оберегать вас. Будем любить вас и встанем на вашу защиту. В разных городах Канады прошли многотысячные траурные митинги. В воскресенье, 29 января, 6 человек погибло в результате стрельбы в мечети города Квебек во время вечерней молитвы. Вскоре после нападения полиция задержала 2 мужчин, но позже переквалифицировала одного из них в свидетеля. Мне и всем другим людям, мусульманам и не мусульманам, сложно это понять. Потому что если ты убиваешь человека, ты уже не человек. В тебе нет человеколюбия. С телохранителями на суд в качестве свидетеля обвинения. Экс-глава Русского единства Сергей Аксенов свидетельствовал против Ахтема Чийгоза. Однако показания главы оккупированного Крыма были несодержательными, сообщил адвокат защиты Полозов. Аксенов признался в том, что он организатор народного ополчения и что это не зарегистрированная военизированная организация. Об этом сообщил Николай Полозов после 72-го заседания суда по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза. Его обвиняют в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года, где в результате давки погибли 2 человека. Ему накануне было известно, когда 25 числа была подана заявка Русского единства о проведении митинга у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым, что в этот же день будет произведен митинг, организованный Меджлисом крымско-татарского народа. Накануне в офисе партии было проведено совещание с командирами народного ополчения.
И было принято решение привести своих бойцов, при этом на конкретные вопросы, что ему известно о действиях Чайгоза и применении насилия, о действиях Чайгоза и попытке ворваться в здание части митингующих, о действиях Чайгоза и распылении газа, ничего конкретного Аксенов пояснить не смог. Беззащитные защитники. В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция в поддержку адвоката Эмиля Курбидинова. Его арестовали в оккупированном Крыму за публикацию в соцсети, которую он сделал 4 года назад. Тогда даже Россия признавала Крым украинским полуостровом. Курбидинов уже 6-й день находится в изоляторе временного содержания в Симферополе. Люди держат фотографии Эмиля Курбидинова. Они требуют прекратить репрессии и освободить адвоката. Участники акции устроили перформанс. Как в оккупированном Крыму задерживают и арестовывают членов Меджлиса, активистов, журналистов. Теперь дело дошло до адвокатов. Для российской власти адвокат, защищающий незаконно обвиненных, осужденных по сфальсифицированным обвинениям. Эмиль Курбидинов защищает права крымчан в резонансных делах последние 3 года. Среди его подзащитных заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров, журналист Николай Семена и те, кого преследуют по так называемым делам Хизб ут-Тахрир и 26 февраля. Це все такі привиди. Про причину, і ми тому говорили, зробити так, щоб кримських татар розчавити, а тих, хто не погоджується з російськими окупантами, вичавити, видавити з Криму. Будь-які заклики або шляхи до діалогу. Тому до неї треба підходити як до країни-ізгою зі всіма наслідками, які з цього виходять. Эмиля Курбидинова оккупационная власть задержала 26 января. Обыски в его доме ничего не дали. Чтобы отстранить его в качестве защиты, припомнили адвокату публикацию в соцсети видео с митинга сторонников Хизб ут-Тахрир 2013 года. Тогда еще действовали украинские законы, по которым организация существовала легально. Правозащитники подчеркивают, это очередная волна репрессий. Считают преследование Курбидинова политическим, опасаются, что административное преследование адвоката может превратиться в уголовное. Фактически это зачистка поля перед еще более сильными репрессиями на территории Крыма. Должны максимально привлечь внимание к этому делу, защитить его, чтобы дело административное не было переквалифицировано в уголовную статью. Добитися призначення спеціального доповідача по Криму, постійного, на рівні ПАРЕ, який був би нашим голосом, і якщо що-небудь відбувається в Криму, постійно інформував своїх колег, парламентарів. Переслідування адвокатів – це вже остання річ, яку може робити будь-який режим. Переслідування правозахисників – це остання річ, до якої вдаються диктатури. Акция длилась более часа. Поддержать адвоката Эмиля Курбидинова пришло более 100 человек. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по факту задержания и проведения обысков жилья адвоката Эмиля Курбидинова в Крыму. Возбуждено 3 уголовных дела по статьям «Незаконное лишение свободы», «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Вмешательство в деятельность защитника». Украина инициирует обсуждение ареста Эмиля Курбидинова на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 2 февраля. Об этом заявили украинские правозащитники. Киевские юристы осудили незаконные задержания адвокатов Николая Полозова и Эмиля Курбидинова в оккупированном Криму. Що такого зробив злочинного адвокат, що треба було саме заарештувати його на 10 днів? А я вам відповів, що він злочинного зробив. Він захищав політичних в'язнів. І мета суду була одна – просто позбавити на 10 днів, як мінімум, адвоката можливості доступу до захисту своїх клієнтів, доступу до своєї професійної діяльності. Це в тому числі підтверджується тим, що в адвоката з дому та з офісу було вилучено всю техніку. За закрытыми дверями прошло первое заседание конкурсной комиссии по выборам директора Крымского дома. На него не пропустили ни прессу, ни представителей общественных организаций. В декабре Министерство культуры Украины объявило этот конкурс. 21 января закончился прием документов. Желающие возглавить Крымский дом в Киеве изъявили
4 человека. Это музыкант и заместитель директора дома Джемиль Кариков, кинорежиссер Ахтем Ситаблаев, эксперт по правам коренных народов Юлия Зайцева и главный редактор радио «Мейдан» певица Ильзара Баталова. В Министерстве культуры объяснили, заседание закрытое по регламенту. Конкурсная комиссия сегодня выбирает председателя и знакомится с документами кандидатов. Активисты обвинили организаторов в непрозрачности работы. Нашого положення розділу 3 засоби масової інформації запрошуються на нове засідання. Ну, я хотел бы присутствовать на проведении конкурса, чтобы увидеть, как это все происходит, потому что было объявлено, что все прозрачно, в присутствии СМИ, общественности. Це ось рішення можна оцінити, скажімо, як таке, яке не є прозорим, скажімо, і воно не дозволяє повністю об'єктивно висвітлювати весь процес проведення конкурсу. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. По данным российского МЧС в Крыму, в последний день января ожидается до 13 градусов мороза, ночью туман, днем снег и гололед. Пока это все. Больше узнаете в Замане уже через 2 часа. Берегите себя, одевайтесь теплее. До завтра.